Вы сдадите, у вас все получится. ЕГЭ нужен для контроля своих знаний. Кто-то решит там за 20-30 минут. Я готовлюсь к экзаменам каждый день не более 1,5 часов. То есть мы поступаем в вуз хороший, престижный. Всем привет! Я Валентина Варламова. Это проект «Из первых уст». И в этом выпуске мы узнаем, как относятся к единым государственным экзаменам ребята выпускных классов. И интересно? Поехали! Желаю приятного просмотра! Всем привет, меня зовут Рустам, я учусь в 11 классе. Всем привет! Я Лерика, и я ученица выпускного класса. Всем привет, меня зовут Яникеева Розалия, я ученица 11 класса. Всем привет, я Саша, ученик 11 класса. Всем привет, меня зовут Алина, я учусь в 11 классе. Нужен для проверки знаний, наверное, и заучивание некоторых формул и так далее. Всего материала за 11 лет. Мне кажется, ЕГЭ нужен для контроля своих знаний и понять, насколько ты добросовестно учился все эти годы в школе. Не знаю, наверное, узнать силы ученика при поступлении, в зависимости от предметов, мне кажется. Но я не согласна, наверное, с вообще этим экзаменом, потому что, мне кажется, он не решает ни ум, ни способности человека. Потому что при поступлении все то, что ты сдаешь, гораздо сложнее в вузах. ЕГЭ выполняет множество различных функций. В первую очередь, это поступление в вузы, именно вот в рамках гонки, которая происходит, соответственно, между учениками, да, выпускниками, так как у нас все-таки в стране количество бюджетных мест ограничено, в рамках этой гонки определить, соответственно, наиболее понимающих и знающих тот или иной предмет, свою будущую специальность. Как мне кажется, ЕГЭ нужен для того, чтобы выбрать наилучших детей, кто будет учиться в вузах, чтобы была какая-то конкурентность. В принципе, можно по-разному. Но если вы хотите сдать на 100 баллов и поступить на бюджет, то желательно готовиться с сентября. Кому достаточно просто порога или среднего минимума, так скажем, 80-70, то начинайте готовиться с декабря. Мне кажется, следует начать готовиться уже после ОГЭ, размеренно, не спеша, без суеты. И получается с 10 класса. Мне кажется, у каждого по-разному, в зависимости, в каком классе ученик начал, можно сказать, упорно заниматься. Может, ты учишься все года с 1 класса отлично, и все темы ты знаешь хорошо, тогда ты можешь спокойной душой заниматься даже с 11 класса. Но мне кажется, лучше начать с 10 сначала. Потому что все же там есть темы, которые мы не изучаем в школе. На самом деле, чем раньше, тем лучше, потому что, как-никак, ЕГЭ, как я говорил ранее, для меня это прежде всего гонка, соревнования, да, то есть дано определенное время, и за это время ученик должен, соответственно, обуздать как можно больше знаний, чтобы применить их потом на экзамене. И поэтому, чем раньше ученик начнет, соответственно, готовиться к единому экзамену, тем более высоки его шансы на успешную сдачу. По своему опыту скажу, что начать готовиться нужно с 9 класса, то есть в 9 классе нужно выбирать предметы, которые ты будешь сдавать в 11 классе, так будет легче всего подготовиться. Я готовлюсь к экзаменам продуктивно, я считаю, повторяю материал, который был за учебный день, и уделяю час своего времени в день для подготовки к экзаменам. На данный момент я занимаюсь и очно, и заочно, то есть на онлайн-платформе. Также я посещаю группы, там, где мы прорешиваем задания ЕГЭ. Занимает у меня это где-то 6 дней в неделю по 2-3 часа примерно. К экзаменам я готовлюсь почти каждый день.
У меня отдых только в воскресенье, и то учителя задают много уроков, поэтому, можно сказать, отдыха нету. Занимаюсь я, получается, с 5 до 9, но при этом после 9 у меня московский репетитор, при котором, отдыха, можно сказать, нет. Я готовлюсь к экзаменам каждый день не более 1,5 часов. Я считаю, что я довольно хорошо знаю школьную программу, и какой-то особой подготовки мне не требуется, потому что на едином государственном экзамене, как правило, используются материалы только школьной программы, входящие в федеральный стандарт. К экзаменам я готовлюсь почти каждый день. Я хожу к репетиторам, хожу на факультативы в школе, и сама прорабатываю материал. Я считаю, нет. Все делается индивидуально под каждого ученика. Я так считаю. Мне кажется, можно найти на различных сайтах или пабликах в Телеграме, там, где это не особо контролируется, но это чревато, конечно, последствиями, если узнают, что ты списывал. Честно, я не знаю, я этим не занималась, потому что не верила в какие-то силы такие, то, что какой-то человек найдет их, кто-то решит там за 20-30 минут весь этот вариант. Поэтому, не знаю, тут, наверное, везение, какой вариант тебе попадется. Возможно, какой-то будет опубликован, но в большинстве, мне кажется, нет. Надо хотя бы теорию какую-то знать. Обычному человеку это сделать практически невозможно. Сливы, которые происходили массово в начале 10-х годов, сейчас это уже большая редкость. То есть практически невозможная ситуация. Доступ к заданиям могут иметь лишь приближенные лица к непосредственно самому единому государственному экзамену. И, соответственно, может просочиться, от, соответственно, непосредственно составителей, информация может просочиться ближайшему кругу лиц, но в широкий доступ это точно не войдет, и, соответственно, на объективную оценку знаний экзамена вот эти несколько человек, как правило, не повлияют. Я так думаю. Вроде да, иногда некоторые находят. Нейтрально. Они говорят, что ты сдашь, все будет хорошо. Мне кажется, ей кажется, то есть то, что нужно все-таки как-то отбирать учеников, которые лучше всего проявляют себя и лучше всех учились за все это время в школе, которые честным трудом добились высоких результатов. И, конечно же, такие ученики заслуживают лучшего образования. Моя мама не понимает его, не понимает смысла, наверное, потому что, например, есть вещи, которые я хорошо знаю, и некоторые темы, которые мне трудно даются, и от этого будет зависеть, поступлю я в какое-то заведение, в какое-то нет. Можно сказать, по сути, это решает мою жизнь, мою будущую профессию, а это, мне кажется, не слишком маловажно. Относятся они скорее как к социальному лифту, но при этом не такому уж и значимому. Они считают, что если человек, соответственно, трудолюбив и у него есть какие-то качества, с помощью которых он может реализоваться в жизни, то он может это сделать, в принципе, даже и без высшего образования. Главное иметь, соответственно, определенные навыки, которые могут потом сыграть важную роль и при трудоустройстве, и вообще в жизни в целом. Мои родители относятся, положительно, но все равно они считают, что в последнее время экзамены стали какими-то жесткие, что все на экзамен идут как на каторгу, и что такого не должно быть, что раньше они шли на экзамены как на какой-то праздник, а сейчас это не так. Да, я считаю, никак, потому что никто не давит, никакого давления, я считаю, нету. А если взглянуть с альтернативной точки зрения, то давление есть со стороны учителей и, и у тех семей, которые что-то ждут от своего ребенка. Например, загоняют его по учебе, говорят ему учи, а не то никуда не попадешь и не сдашь. Конечно, есть
некоторая тревожность, когда тебе постоянно напоминают насчет того, что тебе придется сдавать ЕГЭ, но такового давления я не ощущаю. То есть у меня вся подготовка, она лежит на моих личных плечах, и мама на меня не давит, она доверяет мне и знает то, что я ответственно отношусь к этому. Да, наверное, учителя очень сильно давят, осознавая то, что мы и так готовимся. Ну вот, они нас нагружают еще больше из-за того, что мы просто 11 класс. Хотя я бы не сказала, что если ты в 11 классе, ты уже взрослый человек. Ты еще ребенок. Некоторые еще не понимают, куда им поступать, как определиться, поэтому нагрузка очень сильная именно в 11 классе. Нет, никакого давления я не испытываю. Во-первых, потому что я не позволю, соответственно, взрослым в этом вопросе меня консультировать в том плане, что это мое испытание, и я уверен, что я сам должен как-нибудь с этим разобраться. Вот. Давление я не испытываю, лишь со стороны и родителей, и учителей, соответственно, поддержку и веру в наилучшие результаты. Ну, иногда, да, оно проявляется, когда, например, учителя говорят, что, возможно, ты плохо готовишься, и у тебя не получится сдать какие-то экзамены, или родители постоянно подталкивают, говорят, готовься, готовься, готовься. И каждодневные разговоры о ЕГЭ могут тебя как-то сбить с толку, скажем так. Я считаю, нет. Если у тебя есть логика и смекалка, ты с помощью этих факторов можешь построить себе лучшую жизнь, несмотря на твои результаты ЕГЭ. Совершенно нет, потому что я считаю, что ЕГЭ — это просто как бы не основной экзамен нашей жизни, но, так скажем, наверное, направляющий. А так жизнь человека зависит от него самого, потому что много влияет на успех нашей жизни, там, характер, склад ума, мотивация, вообще, какие перспективы у этого человека, поэтому мне кажется, что нет. Ну, если наше Министерство образования так считает, то, наверное, да. Но, мне кажется, не каждый старшеклассник с этим согласится. Потому что, не знаю, не каждый человек может это сдать, даже то же самое волнение. Ты можешь знать идеально любую тему. И много таких людей было, даже наши учителя это рассказывали, то, что вот человек знает все хорошо, знает все темы, отвечает отлично, но вот на экзамен пришел и написал на низкие баллы только из-за волнения, из-за того, что, как бы в один день решается твоя судьба. Поэтому, мне кажется, нет, по моему мнению. Совсем нет, совсем нет. Потому что в нашем мире сейчас очень многое зависит все-таки от конкретных навыков человека, как я говорил уже ранее. И, соответственно, они могут сыграть роль не менее важную, чем ЕГЭ, а порой более важную на самом деле. ЕГЭ — это лишь одна из ступеней в продвижении вперед, но не решающая, не ключевая, далеко не ключевая. Как мне кажется, да, потому что благодаря ЕГЭ, повторюсь, мы поступаем в вуз хороший, престижный, если у тебя хорошие баллы. В будущем ты получаешь специальность своей мечты, и это гарантия того, что будущее, как бы твое уже обеспечено, что ты будешь работать на, повторюсь, работе мечты, и все будет у тебя хорошо. Только по предметам, которые вызывают трудности. Да, я сейчас в данный момент занимаюсь, так скажем, с репетитором, только мы занимаемся в группах. Мне кажется, это необходимо для того, чтобы более углубиться в науки, которые мы будем сдавать. Репетитор необходим, потому что, во-первых, ты сдаешь предметы, и ты, можно сказать, углубляешься в них в зависимости на какой ты там профиль, в какой ты класс пошел. Сдаешь там историю или же биологию. В каждом предмете есть сложности, и каждая не отличается. Есть те, в которых надо уметь логически все это решать, а есть те, которые просто ты учишь и хорошо знаешь те же самые даты по истории. Репетитор очень нужен, потому что многие темы не озвучиваются в школе. Нет, я считаю, что мне не нужен репетитор, поскольку
я могу наверстать все знания путем самостоятельного изучения, ну, самоподготовки, грубо говоря, да. И я потрачу намного меньше средств, если, соответственно, куплю книжки и буду их читать, да, учебники или какие-то курсы по всему, соответственно, предмету. Да, я хожу к репетиторам по всем предметам, которые я сдаю. Невозможно, мне кажется, сдать экзамены без репетитора, как бы хорошо ты ни учился, потому что все равно репетитор поможет тебе нарабатывать какие-то решения задач. Ну, если не к репетиторам, то просматривать какие-то видеоуроки и по ним уже решать задания. Когда ты распределяешь свой день для подготовки, а не за неделю до сдачи экзамена начинаешь полноценно готовиться, не спать, пить энергетики, пить кофе, чтобы продуктивнее готовиться. Ну, не стоит сильно тревожиться по этому поводу, что от этого зависит вся моя жизнь. И отношение должно быть спокойное, нейтральное. То есть. Мне кажется, надо верить в свои силы. Конечно же, успокаивать себя, то, что ты не один, таких людей много. И бывает то, что люди намного меньше знают себя, но главное готовиться, стараться, и с каждым днем все больше и больше, можно сказать, себя настраивать на то, что ты сдашь. Я считаю, что волноваться за экзамен не нужно вообще. В том плане, что есть, конечно, люди, у которых в стрессовой ситуации вырабатывается что-то такое, что они все сдают успешно. Но, как правило, это обратный процесс происходит, и, соответственно, вы только тем самым ухудшите результаты. Но вообще не стоит особо задумываться насчет экзамена, потому что глобально в мире ничего не поменяется, если вы все-таки не сдадите экзамен, и уж точно никто не умрет, ничего такого не будет. И наверстать все можно будет, я думаю, в будущем точно. Но я не могу конкретно сказать, каким оно должно быть. Мне кажется, у меня не совсем здоровое отношение к экзаменам. Я переживаю. Для некоторых да, но по моему мнению нет. Не самое страшное, что может с тобой случиться. Мне кажется, мы еще успеем столкнуться с проблемами, которые будут гораздо страшнее, чем ЕГЭ. Для выпускника, наверное, да. В дальнейшей жизни еще не знаю. Я не так много времени прожила на этом свете. Ну, для меня в данный момент это, конечно же, очень главный этап в моей жизни, потому что, из-за этого решается, куда я поеду, поступлю я, куда хочу или же нет. Поэтому, наверное, да. Да нет, вообще нет. Да, в жизни вообще бывает много всяких казусов, и я уверен, что испытания, которые, либо вы прошли уже, либо будут в будущем, будут гораздо страшнее, нежели единый государственный экзамен, потому что это всего лишь бумажка, всего лишь окончание, пожалуй, долгого и продолжительного этапа в жизни, но не всей жизни точно. Для школьников, да, в жизни нет. Бывают и моменты сложнее в жизни. Для каждого человека они разные, но мне кажется, что нет. Я считаю, скорее всего, зачеты, как было до ЕГЭ, по билетам. Мне кажется, альтернативой мог бы стать экзамен при вузе, в который ты целенаправленно хочешь поступить, и, соответственно, при поступлении сдать его. Это сложный вопрос, потому что я не могу решать за всех людей, но мне кажется, было бы проще, если бы оценивали по каждому предмету, и ты мог поступить в итоге в любое место, потому что если у тебя возникли сложности, и, например, ты в 10 классе хотел поступить на какие-то гуманитарные вузы, не знаю, то же самое архитектурное, а потом захотел стать врачом, будут сложности, что ты не сможешь. И мне кажется, человек должен каждый предмет, который мы изучаем, знать до меры возможности.
ту же самую биологию и историю в равных целях. Поэтому, мне кажется, надо сдавать каждый предмет, но не в роли ЕГЭ, а как контрольный. Вот. И пересдача должна быть у каждого человека. Не как в 11 классе ты сдаешь, например, не сдаешь ЕГЭ, в итоге год ты еще готовишься, и год жизни, мне кажется, это ценная вещь. Альтернатива, разумеется, есть. Это переход, получается, к системе, когда вузы, соответственно, сами отбирали абитуриентов, как в советские времена. Я считаю, что ЕГЭ — это экзамен под жестким надзором, и это не есть хорошо, так как это навеивает больше сомнений для детей в своих знаниях, силах. Мне кажется, что должны быть простые какие-то экзамены, может, тесты, чтобы не было сильно такого какого-то давления со стороны вообще окружающей среды. Страх связан с несдачей экзамена. Ты себя накручиваешь. На примере из ОГЭ. Это первый экзамен в жизни. И многие себя накручивают, говорят, что я ничего не учил, я не сдам, я ничего не делал за этот год и просто его провалял. С ЕГЭ, я считаю, такого не должно быть. Если ты реально готовился, то ты покажешь результат. Но опять-таки есть люди, которые на эмоциональном плане могут делать нелепые ошибки. У меня нет страха перед экзаменом, потому что я знаю то, что я вкладываю для подготовки к ним достаточно времени, и я считаю, что если я продолжу в том же духе, то я отлично справлюсь с ними. Поэтому я уверена в себе и надеюсь, что моя уверенность, она оправдает мои ожидания. Страх, конечно, есть. И в зависимости от человека, если, например, ты такой, то, что ты не готовился там и надеешься на Божью волю, то страх будет очень, наверное, сильный. Но бывают те, которые тоже не готовятся и не боятся ничего, просто верят в себя. Мне кажется, это в зависимости от настроя человека, а остальное не важно, знаешь ты, не знаешь. Бывают люди, которые очень хорошо изучают там какой-то предмет для сдачи, но при этом все равно страх неимоверный. Хотел бы начать ответ на этот вопрос с фразы «тяжело в учении, легко в бою». Если вы, соответственно, хорошо готовились, не откладывали подготовку на потом и, соответственно, добросовестно изучали материал, то я уверен, что бояться вам не за что, потому что вы сражаетесь именно, да, потому что это гонка, это грызьба, это принцип человек человеку волк, потому что вы сражаетесь с такими же людьми, и вы должны быть немного лучше их, понимаете, да, немного старательнее, чтобы, соответственно, выбиться из общей массы и поступить в желаемый вуз. У меня, да, и у большинства моих одноклассников тоже есть. Мне кажется, они думают, что они не сдадут экзамены, потому что они достаточно готовы. Также экзамены с каждым годом усложняют, они становятся все сложнее и сложнее, поэтому, мне кажется, поэтому дети и сомневаются в своих силах. Наверное, больше в эмоциональной поддержке. Поддерживать, говорить, что это не конец света, что после этого жизнь не заканчивается, а только начинается. И, следовательно, в этом нужно помогать. Не материально, а больше, наверное, морально и эмоционально. Я считаю, что взрослые должны поощрять любой выбор ученика, поддерживать его и внушать уверенность в том, что все будет хорошо. Мне кажется, взрослый человек, тот же самый родитель или педагог, кто нас учит, классный руководитель, он не может дать такой надежды даже в той же самой поддержке. Мне кажется, тут надо надеяться на самого себя, на свои силы, то, что ты сможешь, то, что ты подготовишься, не кто-то другой за тебя. Поэтому, конечно же, должна быть поддержка. Ты молодец, ты готовишься, ты тратишь силы, это все не напрасно. Но надеяться на поддержку и надеяться на свои силы — это разные вещи. Конкретно мне необходимо всего лишь одно, чтобы, получается, взрослые
были уверены в том, что я смогу все сделать, потому что только в такой среде выработается, как говорилось ранее, здоровое отношение к экзамену, да, уверенность в своих силах и, соответственно, я не подведу просто. Я бы хотела, чтобы взрослые, мое окружение взрослых, говорили поменьше об экзаменах, потому что становится страшно, когда тебе каждый день про это говорят, и как бы отбивает полностью желание что-либо делать, потому что тебе кажется, что ты ничего не сможешь сделать. Поэтому мне кажется, что взрослые должны больше поддерживать и не говорить таких слов, как «готовься, ты не сдашь», или «от экзаменов зависит твое будущее», тогда становится, не знаю, 100 раз хуже. Последняя надежда, можно, наверное, поверить в это. Там в ночь перед экзаменом там постучать по стене, там положить что-то под подушку, учебник под подушку или голову не мыть. А то говорят, что если голову перед экзаменом ты моешь, то все знания вымываются. В принципе, как в последнюю очередь, можно в это поверить. Мне кажется, приметы — это глупость, но почему бы нет? Почему бы не подстраховаться, если это как-то помогает? Наверное, да. Это, наверное, уже как ритуал какой-то перед экзаменом, перед любым, даже, например, когда ты сдаешь в 5 классе ВПР или сдаешь ОГЭ, а потом уже тот же самый ЕГЭ, ты должен положить 5 копеек под свою обувь и ходить на экзамен, то, что ты сдашь, надеяться, это же сработает, ты же сдашь на 5. Мне кажется, это чисто для своего успокоения, то, что все будет хорошо. Я бы не ставил бы такой большой акцент на приметы. Как минимум, они точно не будут играть решающую роль, но все-таки перед экзаменом я пришел бы с чистой головой, с чистыми волосами. Да, я даже, когда сдавала экзамены по ОГЭ, я заходила с правой ноги, подкладывала под стельку копеечку. Да, верю. Хотел бы пожелать, чтобы вы не загоняли детей, чтобы наоборот говорили им, что вы сдадите, у вас все получится, а не то, что, например, кто-то слишком долго думает над заданием, и вы говорите, вот, ты думаешь над этим заданием, следовательно, ты уже это задание проваливаешь. И не загоняйте, не говорите, что это сложный экзамен, что там из-за одной черточки конец всему бланку. Это не так работает, я считаю. Не нагнетать обстановку, поддерживать своих учеников, не отговаривать от их выбора, потому что я сталкивалась с тем, что некоторым моим одноклассникам говорили: нет, ты не будешь сдавать мой предмет, я отказываюсь себя готовить. Я считаю, что это было совсем неуместно. Наверное, сил, потому что очень трудно подготовить каждого ребенка, потому что у каждого своя база знаний. Кто-то знает больше, кто-то меньше. И, например, бывают дни самоуправления в школе, ты становишься в роль учителя, и в этот день ты правда понимаешь, насколько трудно быть тем, кто дает не только знания, но и просто тебя учит по жизни, как правильно жить, как поступать, как вообще поведение твое. Поэтому, наверное, я пожелаю им силы, конечно же, нервов и побольше отдыха. В первую очередь я хотел бы пожелать терпения, потому что мы, ученики, не всегда любим учиться, порой, да, не всегда осознаем ту важность и значимость того события, которое произойдет у нас к концу учебного года, или осознаем уже ближе к концу этого самого года, да, перед неминуемым. Но, тем не менее, все равно надо работать, и все-таки ваш упорный труд все-таки как минимум гарантирует, что мы напишем лучше, чем мы бы сделали бы это без вас. Больше терпения, потому что и усидчивости, потому что не все дети понимают с первого раза, когда им объясняют. И учителям нужно порой повторять, проходить заново что-то, вспоминать то, что было там в 7-м, 6-м классе. Поэтому самое главное, мне кажется, терпение.
Черная, гелевая. Черная гелевая. Гелевая, черная. Черная гелевая. Черная гелевая. Нет. Нет. Да. Нет. Нет. Лично, по моему мнению, максимум 2 раза, не больше. 2. Нам про это не говорили. Честно, не знаю, наверное, раз 5. Не ограничено. Главное не спалиться.